Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Таежник, здравствуйте. Здравствуйте. Я просто поздороваюсь, знаю, что как Это кот, собеседник. это кот или кошка? Это кот, большой толстый кот. Да, Телма? Ну, он небольшой, он по сумме упитанный. Ну, сколько, 6,5, так такой, упитанный. Ну, красавчик. Да, я его, знаете, когда это подобрала, его с 5-го этажа выкинули. Вот гады. Ну, люди странные животные, поэтому мы его подобрали. Мне кажется, иногда животные более... Что-то людское в них есть, чем у людей. Нет, они просто подчиняются инстинктам, где вот это вот, знаете, как это, людоедство не предусмотрено. Ну, как можно взять живое существо и выкинуть с 5-го этажа? Ну, дай объявление, отдай в добрые руки, отнеси в приют. Это долго. Блин, ну... А потом ничего вот это на душе, ничего вот этого не будет, нет? А вы знаете, все от души. А вы что, вот на братьев, как это, по глобусу, как говорится. А там бездушные. Они Вот мне не кажется, могут... у любого животного душа больше, чем у некоторых представителей человечества. Слушайте, ну, по большому счету, их ведь тоже мама, папа любили. То есть где-то они это... Где-то Ну, потом он оскотинился и двуручной пилой себе подобного мог распилить. Не знаю, вот честно говоря, не знаю, потому что я сегодня с 2 братьями по глобусу разговаривала. То есть вот поинтересовались, откуда я, и почему-то начали внушать, что я живу в говне, что я ручки и т.д. и т.п. Я говорю, ну, хорошо, ладно, как бы, ну, бог с ними. Понимаете, может им жить от этого легче, я же не могу ничего сказать. Я сегодня общался с дедушкой из Петербурга, и рядом села бабушка, я так понял. И она такая за кадром: а вот как ты вот выходишь из подъезда и смотришь на весь этот срач? Говорю, у меня его нет в подъезде. Как? И потому что у нас убирается регулярно, у нас делаются капремонты. У нас там цветочки стоят, не знаю, гераньки, не гераньки на подоконниках. Да. Говорю, так надо с себя начать. Этого не может быть. Тут кого-то в чем-то ведь убеждать, как вы уже, наверное, поняли за свою достаточно Бесполезно. длительную практику, бесполезно. Поэтому как бы, ну вам ну просто кому-то хочется думать, что я вот как бы живу хорошо, а те живут в говне. Ну если вам так легче жить, ради бога, чего переубеждать-то? Ну вот смысл. Это есть такая притча, да, когда два соседа, два дома. Но один взял там ведро дерьма ему и выкинул на порог соседу. И ведро бросил. Сосед вышел, отмыл порог, отмыл ведро. Он говорит, набери, говорит, ведро яблок и поставь соседу на порог. Говорит, папа, как? Почему так? Кто чем богат, тот тем и делится. Поэтому вот этот слом, который мы-то еще как советские люди, давайте я вам покажу еще парочку. Вот так вот. А вон еще сидят. Ну, видите, я как волонтер, поэтому дома у меня собралась достаточно большая компания. Это они на передержке или как вот? Нет, это уже мои. И как они между собой, вот это там территория, конфликты, не конфликты? Слушайте, ну вот кто-то нормально, все зависит от характера. Вон рыжая морда, так ему все не имется, он докапывается до кому-нибудь. Вот что-то рыжие, как коты, как кошки, так и женщины. Вот такие прям горячие. Давайте будем говорить, сучки редкостные. Ну да, коты редкостные. По-прямому, да? А я так как вот, то есть как бы достаточно долго спасаю всех вот этих котов, как бы занимаюсь этим. То есть поэтому такого нехорошего-то видела очень много. Поэтому... Ну, согласен.
Поэтому раньше осуждала, да как так, а потом нет. То есть, единственное, что говорю, вам же с этим потом жить. Просто не удивляйтесь, когда что-то прилетает. Вот и все. Конечно. Все в мире на чаше весов и должен быть баланс. Да, да, то есть, как это, знаете, как сейчас, ну, говоря там о политической, ну вот сейчас пошли такие активные достаточно посадки, да, то есть чиновников, и т.д. и т.п. там, понимаете, а как так, 37-й год не за горами, по большому счету, вот. И я все время говорю, то есть то, что нам говорили о периоде 37-го и т.д. года, понимаете, мы же воспринимали это так, ой, я, может, вас отвлекаю? Не, ничего, мне наоборот очень интересно. То есть мы же воспринимали это так, как нам подавали этот материал. Конечно, Ой, конечно, как страшно. конечно. Ой, там, допустим, у меня у самой там деда посадили за ведро пшеницы, там еще что-то. Ну, там своя история, я не хочу вдаваться в это. Да, то есть мы воспринимали этот материал так, как нам его подавали. Конечно. Подавали нам его достаточно... А другой стороны медали мы-то не видели. Да? И Да. вот сейчас я, по-моему, и Евстафьева я смотрела, да, даже не смотрела, а читала, то есть, или у Левченко, я не помню, вот. То есть, вот, один из примеров, да, я говорю, 37-й год это плохо или хорошо? Плохо. Хорошо, то есть, вот, Великая Отечественная война, да, то есть, в один прекрасный момент, допустим, подача, да, в один прекрасный момент приходит там, я не знаю, как это подразделение, ну, большое количество танков, там, батальон или еще что-то. И во время какой-то битвы, я не знаю, слышали вы эту историю, нет? Во время какой-то битвы танки начинают гореть. И гореть они начинают именно от того, что во время боя они встают и становятся, естественно, пассивной мишенью, что ведет к их уничтожению. То есть очень много жертв среди танкистов и т.д. и т.п. Вот. То есть, когда начали разбираться, почему танки вставали посредине боя, выяснилось, что ремни приводные просто сгорали и ну, просто становились, да, механизмы. Вот. И когда начали разбираться дальше, выяснилось, что у ремней отсутствуют кордовые нити. Вот. И следующий момент. На одной предельно швейной фабрике начинаются посадки женщин-работниц. То есть на вахте их как бы ловят с катушками ниток и за это сажают на достаточно длительные сроки. Жуть. Да как за нитки и т.д. и т.п. Просто это были те кордовые нити, которые должны были быть в ремнях. Вот и все. Да. То есть, а дальше, когда ты имеешь вот эти две стороны, решай. То, что эти посадки были. Да, я понимаю, у них была тяжелая жизнь, они продавали им сапожникам и т.д. и т.п. Но именно это привело к гибели большого количества и танков, и людей, и т.д. и т.п. Конечно. Тут не может говорить о чем-то, вот какой-то момент нельзя рассматривать. Вот это хорошо, а вот это плохо. Надо смотреть. Однобоко не надо, там вот это Сталин, там ГУЛАГи. Не, понятно, что было много невинных людей. Сейчас очень многие переосмысливают это. То есть, насколько раньше я так негативно относилась к Сталину, потому что, да, мне это внушали, то сейчас очень многое я пересматриваю. Очень много. Но с другой стороны, Сталин взял страну с деревянной сахой, а оставил с атомной бомбой. Да, то есть, а у либералов у них же какая точка зрения, что и неужели это стоило сотен тысяч жертв? А если были бы миллионы жертв? Кто же опять у каких-то из наших политиков, у каких-то из наших политиков очень хороший диалог по поводу Кох, по-моему, это в Германии разговор, это я у Хазина слушала. Вот, то есть смысл в том, что вот вы, живя, допустим, во время гитлеровского режима, то есть живя в Германии, тебе, как глубоко порядочному человеку, предложили стать там комендантом Освенцима. Да? То есть здесь ведь тоже выбор стоит. Да, если ты становишься, но сохранишь при этом, там, допустим, 2 миллиона жизней, миллион-то все равно погибнет.
Да. И тебе будут неблагодарны не те 2 миллиона, а тебя будут осуждать тот миллион, который погиб. И бесполезно говорить, что на твоем месте Я могло... смотрел ролик, по-моему, в Германии такой мужичок, не помню как фамилия, не помню, не буду врать, но был ролик реально. Он выносил младенцев с концлагеря. Ну, медик, там мог в корзиночку куда-то что-то. И то спустя там 50 или сколько-то лет собрались они все вместе. И он сидит в зале, какой-то кинотеатр, там, перед просмотром фильма. И встали все дети, которых он вынес. Больше 500. И это не говорит о том, что вот само вот эти вот лагеря, это там вот страшно, там это. Просто я говорю, есть какие-то вот моменты, точки зрения, и это достаточно сложно разобраться. И только ты можешь решить для себя, где твой порог, за который ты не можешь перейти, вот и все. Но опять же, да, говорят, стоило там 100 тысяч, миллион. А когда вот организм заболевает, и когда надо ампутировать, допустим, там кисть, ногу, чтобы все остальное организм не погиб. Стоит этого или нет? Вот примерно так даже, да? Ну вот, допустим, в чем я не совсем согласна с руководством у нас сейчас, то, что, понимаете, отрезание маленькими кусочками – это не щадящая терапия отнюдь. Как бы ты ни любил там верхнюю часть своей прекрасной ноги, если ты будешь отрезать кусочками еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще Ну, надо вовремя понять, насколько надо пожертвовать, то чтобы есть сохранить все это остальное. продолжение болезненной, это продолжение мучений, вот и все. Да, да. Ну, опять же, то есть я не врач, не мне это решать. Вот, да, вот. А вот тут сидят эти диванные войны. А давайте вот сейчас. А давайте по банковской. Ну, блин, ребят, там сидят люди, кто в этом разбирается. Нам-то легко говорить. Да, А давайте. А последствия? быстренько закончится. Тут ведь Да. как бы, а зачем, я вот тоже не считаю нужным делать из руководства нынешнего украинского мучеников. Зачем? А при таком ударе это все не станут мучениками, и ты дальше ничего никому не объяснишь. Да. Ну, согласен. Ну, вот Всегда такая. легко. Типа, да, ну а как? А по-другому как? Ну, я и говорю, у каждого события у него есть две стороны. Я просто не понимаю, то есть вот даже иногда разговариваешь, да, то есть и у нас, людей уставших, чисто уставших от того, что сейчас ситуация так вот, ну, потяжелее стала, цены выросли, там еще Ну, что-то. конечно. Да, то есть вот это все продолжается, это как бы тяжело, это ДТП. Я понимаю, то есть, ну, извините, тебе для этого не надо там бухать там или еще что-то. Ну, сходи, блин, вон приюты для людей, для животных, еще что-то. Ну, я вообще считаю, что бухают от того, что, извините, нечего делать тупо. Вот сидишь скучно, я не говорю о компаниях, когда собираются. Я, опять же, в этом отношении за меру. То есть ты можешь собраться в другое место, когда там... А когда ты пришел с работы, выпил, закусил, хорошо, все. Все люди сволочи, я самый несчастный, правительство ворует, это ДТП. Ну, а ты-то чем лучше? Я вот знаю, у нас, допустим, женщина вот в Архангельске, да, мало того, что у нее свой огромный приют для кошек, там 200 с чем-то животных, она еще постоянно ездит вот в Курскую область, вот в Донецк, то есть она мало того, что оттуда животных вывозит, спасает, так она еще и бойцам помогает, вот, то есть Грубо говоря, оправдание это как это, отверстие в одном месте, здесь у каждого. Да. Оправдаться может каждый. Вот мне там встречаю человека, там на гитаре играет, начинается. Да, вот тут сфальшивил, там не ту октаву взял. Ребят, критикуйте, предлагайте. Вот. Начните с себя. Ахаете, облить помоями может любого. Какой бы он ни был хрустальный чистый человек, может любого ахаять. Любого. И найти где-то что-то там выковырнуть, придумать, додумать, оскорбить. Обиды найти, т.д. и т.п. Я в этом отношении вот сейчас, насколько мне раньше нравилось смотреть у Бабичева ролики, там, стримы, а сейчас вот это какое-то вот это вот...
Я обиделся. Ну, бля, ну ты или... Ой, извиняюсь. Не, нормально, нормально. Хорошая реакция. Мне Ну нравится. ты или мужик, или что? Ну, впереди, уйди. А я вот там, а вот этот, у вас, я как понимаю, с ним тоже какие-то это. Ну, блин, Есть, ну у да. каждого свои это. Ну, иди. И он же как раньше позиционировал, а я выше этого. А сейчас вот начинает, а вот я, вот, а вот ты, а вот... Да, блин, ну это уже вот чисто еврейские такие вот замашки, как говорится. Некрасиво, неприятно, честно говоря. Ну, он То есть обвинил ты не моих, он можешь обвинил моих родителей в Ты не обвале. можешь быть частями выше этого. Ты или выше этого, или ты такой же, как все. Вот и Ну все. да. Но Поэтому... он обвинил моих родителей в развале СССР, обозвал их сволочами. ну, Я говорю, Саш, а твои родители в то время где были? А мои на севере вкалывали. За полярным кругом. Господи, ну я А всю кто жизнь- их просил? А кто их просил? Ну, это знаете, как сам дурак из серии. Да, 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 да. И все, я с ним перестал общаться. Я сказал, Нет, будет. это мелочно, очень мелочно. То есть, ну, опять же, это где-то что-то человека взыграло. Причем, при том, я, допустим, уважаю то, что он делает, то, что... Ну, это знаете, как начинается уже? Ну, вот это, да, это медные трубы, наверное, уже пошли. Да, там корону, да, уже лопатой не собьешь. Поэтому я не вправе его это обвинять. Он там, да, добился того-то, того-то. Ну, просто мне это претит, допустим, вот и все. Согласен. Ты, ну, здесь я с ним в чем-то права. Не нравится, не слушай. Ну, вот я и не слушаю. Просто, Ну, да. извините, оставаться, как говорится, с последователями, ну, знаете, как это тоже... Но когда ему пишут комментарии с критикой, но его не оскорбляют в чате просто, его подрывает, он начинает, да вы все там такие, да вы там мухи, у меня пчелы. И Нет, кто ему дал право оскорблять собеседников? То есть это остается. Мне вот очень нравится, я пару раз один раз или два раза разговаривала с Юрой Патологоанатомом. Вот мне с ним понравилось беседовать. Вот. Я понимаю, у всех какие-то разные там точки Да. зрения есть. Да, Просто да. я за то, чтобы мы уважали друг друга. Уважали прежде всего не за мнение, а как человека. И если как бы... Ну вот, я говорю, сегодня там с украинцами разговаривают, да ты там рабыня, дура, зомбированная. Я говорю, ну так и есть, да. Ну, если вам так хорошо думать, понимаете, я одно понимаю, что если ты самодостаточен, доволен жизнью и, в общем-то, не стопроцентно счастлив, но чувствуешь себе что-то тебе не хочется, чтобы другим было хуже. Вот и все. А если с тобой что-то не так, Так вот, а там, как у них, Сашко, у меня баня сгорела, у тебя баня сгорела, пойдем Ванко баню подожгем. У них вот так это все происходит, по большому счету. зачем? А вот чтобы у всех было Ну что, плохо. от этого счастливее буду? Ну вот там Чё? такой народ, я не знаю, как это объяснить. Еще я, знаете, я очень часто заметила у них сейчас, и у штатовцев, у многих, ну, те, которые вот как бы приверженцы, там, вот. То есть у них очень такое направленное на раздражение, но это чисто психологический фактор. Вот. То есть они начинают мерзко хихикать. Ну, там это. Да, есть. А как что там по Белгороду прилетело, да? По Ой, дамбе вот прилетело, да? с чего они взяли, что у нас бензина нет, отопления нет, электричества нет? Ну вот им хочется так думать. Ну что, я людей разочаровывать буду? Ну, может, он хоть немножко счастливее будет. Хотя я что-то- от того, что там где-то на Украине нет света, нет воды, нет канализации, я от этого особо несчастлива. Мне-то это никак, на меня-то это не влияет. Ну, естественно. Я почему-то в этом отношении все время думаю, знаете, о пожилых людях, вот которые совсем пожилые. Которым деваться некуда, которые которым заложники деваться ситуации. некуда, у которых Заложники это ситуации, да. пенсия, это выживание. Понимаете, и ты же в могилу-то живым не ляжешь. Согласен. Но это не моя ответственность, и я с этим ничего сделать не могу, не буду, и т.д. и т.п. Ну ладно, видите, я вас отвлекла немножко. Да не, все отлично, отличная беседа, мне очень понравилось.
Могу ролик высунуть, с вашего позволения? Ой, слушайте, не хочу, я как бы... Я могу, я могу забрюлить, вас не будет вообще видно от слова совсем. Ну, хотите, только забрюльте, ладно, потому Забрюлю, что я забрюлю, всё-таки забрюлю. в Северодвинске живу и работаю, как бы. Вот, а мы лодки строим, так что И не абы какие. маленькие такие, маленькие. Да, маленькие. Ну, что-то, когда они всплывают, там авианосцы что-то это в траур уходят. Ну ладно, мы хорошие. Мы добрые. Мы только рожки показывают под воды, и все, и полмира. Как так? В Атлантике? Откуда взялась? Потому что маленькая, ее не видно. Ладно, так вот и все. Маленькая. Она маленькая. Нет, я вообще очень горжусь своим городом, очень горжусь своими там заводами, там. Правда горжусь. Как их не пытались, как бы, но и сейчас тяжело, как бы это. Я просто вот... А мне кажется, в России никогда не было легкого времени. Вот никогда не было. Ну, может быть, застой брежневский, да? Это? Застой, Брежнев, да? Понижение цен, каждый Новый год, да, там, 1 апреля. А что такое легко? Потому что, когда нам становится легко, у нас начинает народ с ума сходить, жиреть. Нет, жиреть. С жиру беситься. Да, жиреть. У нас как бы это, да, то есть и, как говорится, нам скучно жить спокойно. Ну, как китайские эти комсомольцы. Сами себе придумываем задачу. Да. Чем сложнее, тем лучше. И потом с таким видимым трудом ее преодолеваем. Воробьев, конечно, не отлавливаем, но да. тараканов всяких много. И сегодня только с подругой разговаривала, чай пили. Она говорит, ну вот сейчас чего ты боишься всего, как бы вот, ну вот, конец года, как бы так, как и экономистов, и всех слушаю. То есть я по большому счету, вот у меня самый большой страх сейчас, это голодные европейцы, честно говорю. Потому что если мы пережили 90-е, то есть мы знаем, что это такое, мы знаем, как с этим справляться. Да вообще, русские, россияне, они на выживание заточены. У нас и климат такой, и все. То, допустим, европейцы, они как бы не знают, как выживать. И учитывая то количество, допустим, мигрантов, которые вообще не знают, как выживать, как работать, они привыкли получать дотации и т.д. и т.п. Вот понимаете, а голодных людей я боюсь. Вот честно говорю. Потому что голодный человек злой, то есть и когда их много, да. И если вот я реально этого, я реально этого боюсь. Они сбиваются в кучи, в стаи и могут такой вред нанести, да? Делают их, этот голод продвигает на поступки, которые как бы вот трудно предугадать. Ну, опять же, мы русские, мы как бы по-другому вот все. Я смотрел хорошо, но ролик «Блокадный Ленинград», и повар делал котлеты. Я ж про то и из говорю, сапогов. Привычно. Сапоги вываривал, там что-то добавлял, и очередь стояла, и все в шоке были. И у нас еще и мама там у меня рассказывает, как тяжело было там, и еще что-то, и 90-е там, вот как тяжело там жили, как там, вот, ну... Но ножки Буша никто не забыл. И все поняли, когда зарплату выдавали, продукция из завода. Нет, у нас продукты с завода не выдавали, но у нас мы записывали продукты под запись в магазинах заводских были, вот как бы там это. Да. Ну... Горел, говорит, магазин, и все ждали, когда сгорит та самая заветная тетрадка, да? Нет, ну что? Я грубо говоря, как бы, ну вот такой анекдот был. Не, что вы, и масло, и сахар, как бы. Ну вот нас-то все-таки, наверное, как-то вот такая вот особой-то, по крайней мере, моя семья особого такого голода не испытывала. А были, которые, да, были очень тяжело. Я ездил в Нижний Новгород, и вот этот Тула, гусь хрустальный, стояли бабушки, вот эти наборы, графины, фужеры, продукция. Ну, видно, что выдают зарплату. Как это был фильм с Евдокимовым, когда эти с глушителями-то бабушки стояли вдоль дороги. А все, что, куда делать? Да, и ведь вот
реально-то вот соседям по И люди-то не оскотинились, люди не озлобились. нет, А наоборот. понимали и выручали друг друга. Да. Кто чем, да. Кто И чем, и бартер был. хотелось бы, конечно, чтобы так... Ну, это все, для меня это все вот это связано. То есть и вот жестокость к животным, то есть вот это выбрасывание. То есть, как говорится, ты выбросил, нет проблемы. А зачем ее решать, когда у тебя вот все? Ну да, я 2 дня посплю плохо, а потом же я забуду об этом и т.д. и т.п. То есть это, ну, все-таки Один раз надеюсь, что... мы еще жили на севере, у нас был кот сибирский Яшка. А он какой? Они же сибиряки, им пофиг. Они своенравные. Он пришел, ушел, дома, не дома. И он взял привычку спать с младшим братом. Вот он пришел с улицы, там кто его мыл, не мыл, там вокруг головы его лег, вот так его обвил, и они спят. И мать говорит, блин, принесет либо клеща, либо что-нибудь, ну, притащит кот. И мамка его отвезла к знакомой, отдала. В Агихая это километров, наверное, 120. В тайге, в соседний поселок. Отдала из рук в руки. Пришел. Проходит, да, 3, мы открываем дверь. Сидит. Мать говорит, ну что, Яша, раз пришел, заходи. Он развернулся, хвост трубой, и больше мы его не видели. Обиделся. Ну, то есть он сказал, сука ты такая. И вот до сих пор, вот когда, мама говорит, помнишь Яшку? Ну ты же понимаешь, а вдруг бы лишай принес, а вдруг бы, ну, я тебя понимаю, но и видишь, характер. Да, они тоже с характером. Поэтому, ну, будем надеяться, что как бы... И при всем при том, что я-то вот давно этим занимаюсь, я сейчас отошла немного от этого, потому что чувствую, что, ну, вот у меня их 9 было, а 1, к сожалению, ушел, самый старший, самый любимый, 8 осталось. И, то есть я понимаю, что... Это дома у вас, Да, в квартире? 8? 8, а что такого, то есть... Лотков сколько? Лотков 2 больших и 2 маленьких. Ну что, по очереди там занимает, нет очередь? Нет? Нет, понимаете, тут грамотно подобранный наполнитель и главная организация. Ну, согласен. То есть А хомячат все вместе или тоже? все вместе. Друг с другом там нет? Бушки не устраивают или бывает? Ну, опять же, тут, как говорится, ну а что вы вот там, допустим, в семье все время сели ложками, вилками, постучали ножами, как говорится, поэта. Всякое Не, ну, бывает. я просто ни разу не видел, чтобы 8 там кошек, котов одновременно трапезничали. Я не видел такого ни разу. Нет, абсолютно спокойно. Вот еда Ну, это как водопой, это святое. В этом плане, понял. Нет, это я считаю, знаете, у меня четкое убеждение, если один кот дома, вот это как бы тяжело. Это как с детьми. А там друг друга воспитывают, да? Когда двое, это как бы... Когда один, вы ушли на работу, им скучно, вы приходите, они вас достают, пытаются любым способом обратить на вас свое внимание, то есть, ну, чтобы пообщаться и т.д. Ну, конечно. Тупо скучно. Ну, А конечно. когда их двое, трое, это как бы... Принеси, унеси, почисти и давай покушать не забудь. У них своя стая, свое это. Поэтому... Вот я когда вычитал такое мнение, говорит, вот, как мыслит собака? Он меня кормит, он меня поет, значит он бог. Как мыслит кошка или кот? Он меня кормит, он меня поет, значит я бог. Да. Вот собаки это одно. Собаки, Да. как у меня собаке вот 16 лет было, она, к сожалению, вот 2 года назад ушел он тоже. Вот. Причем ушел-то, я говорю, в свое время не кастрировали, пожалели. И в результате ушел-то от рака яичка. Вот так вот. То есть, вот это к вопросу о своевременной Да, жалобе. о доброте или недоброте, да, Да, как да. это правильно сказать. Вот. А собака это собака, а коты это А сколько лет они с вами собаке было? живут, это вы с ними живете. А? Да. А сколько лет собаке было? Почти 16. Ну, в принципе, уже такой почтенный возраст, как бы для них тогда. Почти 16. Ну.
Поэтому все хорошо делать вовремя, все хорошо организовывать и т.д. и т.п. То есть муж разделяет, дочь разделяет, зять разделяет, поэтому как бы, Ну, это хорошо, когда есть как бы единомышленники, есть помощники, это классно. да, тут, да, поэтому они учат нас, как правильно жить. по большому. Человечности, по Да. большому счету. Так что сейчас он даже котоловка в подвале дома стоит, потому что котенок прибился, надо его поймать. Вот так вот. Так что как-то так. Ну, Понятненько. Ладненько. Спасибо вам за беседу. Мира, добра, здоровья вам, Да. вашим питомцам, вашей семье. Всех благ, спасибо. процветания. До Всего самого свидания. наилучшего. Было очень Всего приятно. хорошего.